3 года назад в сельском поселении Али-Юрт начал функционировать первый для села физкультурно-оздоровительный комплекс имени Лейлы Албагачиевой. Для желающих проводить свободное время с пользой и поддерживать себя в прекрасной физической форме здесь созданы все необходимые условия. Открылись мы в 2017 году, 9 января. С того времени прошло уже 3 года, когда наше учреждение функционирует. Довольно успешно, на мой взгляд. Спортсмены развиваются в хорошем темпе. Мы за эти небольшие 3 года, так скажем, выезжали на достаточное количество турниров, участвовали в турнирах Северо-Кавказского федерального округа, выезжали на соревнования России, у нас были спортсмены, которые стали участниками. Объект очень значимый. Ввиду сложившейся ситуации сегодня с неблагоприятным воздействием на нашу молодежь, то объект очень значимый, так как ребята, когда они заинтересованы спортом, когда они занимаются спортом, они, знаете, они продолжают свою жизнь именно в этом русле. И в большинстве случаев это гарантия, что они не собьются с правильного пути. Если говорить вам уже про набор, да, как ведется вообще набор детей, вот какие документы необходимы, чтобы вы приняли детей в ментальный комплекс? Самое главное, на что мы делаем акцент, когда принимаем детей, это их физическое здоровье. То есть они проходят проверку в врачебно-физкультурном диспансере, который находится в Назране за каналом. Там их проверяют сердце, внутренние органы. И по заключению врача им выдается медицинская справка. Они предоставляют ее нам, заводится личная карточка спортсмена. Также пишется заявление родителями. И по выбору родителя или же самого ребенка, спортсмена, определяется, в какой секции он будет дальше заниматься, и определяется дата начала тренировок, и с того момента он закрепляется за тренером, и тренировочный процесс начинается. Физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Али-Юрт. Каждый день по несколько смен здесь тренируются более 700 детей из разных населенных пунктов республики. Дети из других сел довольно активно к нам приезжают. Это самое активное, это Сурхахи. У нас достаточное количество спортсменов с этих сел, также с Икажева. Ну, естественно, большая часть спортсменов это с нашего села, с Али-Юрта. Спортсменов, вы знаете, количество спортсменов, оно, в принципе, нестабильно, так как тоже дети иногда болеют. Ну, стабильность, порядка 700 детей у нас стоит. А так, дети в начале года обычно идет у нас пополнение, набор, так как люди начинают массово сдавать своих детей в физкультурный комплекс в начале года, то есть учебного года, с сентября месяца. В основном у нас набор бывает именно в этом месяце. Про физкультурный комплекс можно очень долго рассказывать. В принципе, оснащение у нас хорошее. Если вы хотите, мы можем пройтись, посмотреть, в каких условиях занимаются дети. Сейчас мы находимся на 2-м этаже. Давайте посмотрим тренажерный зал. Здесь залов, Хамзат, на 2-м этаже у вас? 3. Тренажерный зал, зал тенниса и зал фитнес-аэробики для девушек. Ну, здесь заметно, да, что у вас такая чистота именно в комплексе в целом, если говорить. Это говорит о том, что у вас очень хороший, да, технический персонал. Да, у нас техперсонал уделяет очень хорошее внимание этому. У нас ответственные рабочие. Они как бы не оставляют повода,
чтобы говорили иначе. Тренажерный зал, да, Хамзат, расскажи, сколько здесь людей вообще тренируется в этом зале, и вообще заметно, что у вас есть весь спортивный нужный инвентарь. В тренажерном зале обычно акцент идет на вечернее время, так как люди вот после своего уже рабочего времени приходят сюда, чтобы поддержать себя в форме. То есть... Но бывает порядка, иногда ты заходишь сюда, тут бывает разом 20 человек, а то и 30, иногда 5-10 человек, по-разному. То есть кто какое время свободен. То есть это получается помимо ваших воспитанников комплекса, да, все желающие могут сюда прийти, да? Конечно. Вот насколько это важно, что вот жители села могут просто приходить и тратить свое время с пользой? Я думаю, это очень важно, потому что, вы видите, спортинвентарь есть необходимый, базовые тренажеры имеются беговая дорожка, также имеются душевые кабины, да, вот все как-то скомпонировано, все есть, все необходимое для занятия спортом, именно тяжелым спортом имеется. И вдобавок никто ни у кого ничего не просит, человек может просто прийти и просто позаниматься, тогда почему бы нет, это очень важно. Ну, как я уже говорил, Хамзат, здесь, в принципе, весь нужный инвентарь уже находится в данном зале, да. Вот насколько сложно было организовать вот это все, то есть обставить, подготовить вот этот зал для тренировок? Вы знаете, с самого начала мы по частям это все собирали, да, вот все, что вы здесь видите, это мы с ребятами, вот сборка, весь этот процесс первоначально, нам это доставляло удовольствие. Это так как мы ждали этого спортивного комплекса, не то что ждали, даже можно сказать, мечтали о нем, и возможность, чтобы как-то внести свой вклад в развитие спорта в селе, это доставляло удовольствие всем, кто здесь работает. И мы, в принципе, даже не заметили, как это все у нас получилось. И самое главное, теперь вот это все у вас есть, да? Да. Пройдемте дальше. Теннисный зал. Сколько детей тренируется именно в этом зале? В теннисе, смотрите, у нас вот в аэробике, на секцию аэробики тоже посещают вот девочки, они, в принципе, также посещают и теннис. Человек 30, 25, 30 стабильность такая имеется. То есть, насколько я знаю, это девочки, ваш персонал тоже занимается? Мы в свободное время очень увлекаемся. У нас вот по совместительству методисты вот в кабинете сидят, обеденный перерыв, в принципе, у нас он где-то половина обеденного перерыва проходит за теннисом. Вот насколько важно, что вот ваш персонал так активно ведет здоровый образ жизни, то есть это яркий пример, да, для самих детей, которые у вас занимаются здесь? Вы знаете, если мы не будем подавать примеры здорового образа жизни, то и тогда не знаю, кто его будет подавать, поэтому стараемся уже своим образом жизни как-то привлекать детей все больше в спорт. Вот насколько это хороший вид спорта, на твой взгляд, то есть теннис, мышление, да. Скорость, ловкость. Мы стали резкими, я так скажу. Хороший вид спорта развивает реакцию, развивает резкость человека, внимательность. И, на мой взгляд, и он очень сильно морально расслабляет человека. Это хороший вид спорта очень. Здесь у нас находится зал аэробики. А сколько людей тренируется в этом зале? 36 девочек у нас, 2 смены они идут на тренировки. Вот если говорить про тренерский состав, в целом, есть у вас тренер, который... Есть у нас хороший тренер, профессионал своего дела, Имагожева Заира Назировна. С учетом того, с каким интересом девочки ходят на этот кружок по фитнес-аэробике, то есть это можно сказать, что она хороший преподаватель. Девочки из вашего села или же приезжают из других? Вот именно фитнес-аэробика это с нашего села,
с других сельских поселений пока что еще на фитнес не приходили. Вот как давно функционирует этот зал? Да, практически с самого начала. Хамзат, насколько сложно было закупить весь нужный инвентарь в этот зал? Мы сталкивались с определенными проблемами при закупке инвентаря. Предыдущий руководитель Батыков Тейсон с его помощью, с его усилиями мы оснастили этот зал необходимым инвентарем. Вот этот зал сам, насколько он необходим? Мое мнение, что его наличие очень важно, так как вот девочки, которые ходят, в принципе, в школьный возраст, это развивает пластику, делает человека гибким, то есть чисто поддерживает их в тонусе, в физической форме. И самое главное, это хороший способ, чтобы занять себя. Конечно. Все условия созданы. Также, вот вы видите, раздевалка, далее душевые кабины. Можем пройти посмотреть? Да, можем пройти посмотреть. Это получается, у вас во всех залах, да, такие условия? Да, все залы у нас оснащены душевыми кабинами, санузлами, раздевалками. То есть условия все имеются. Главное, чтобы дети приходили, занимались. Главное, А если говорить про воду? И горячая, и холодная вода тоже есть. Бесперебойная подача воды. В принципе, даже если выключается электричество, у нас стоит генератор. Он автоматически заводится, и подача электроэнергии, насосы срабатывает. И вода, в принципе, бесперебойная. Что горячая, что холодная воды. Вода имеется. Все есть? Да, все есть. Спустимся на первый этаж, посмотрим большой зал. Вот мы находимся на первом этаже. Давайте пройдем в большой зал через раздевалку боксеров. Это раздевалка. Это помещение используется как тренерское, и здесь мы проводим еще совещания с тренерским составом. Вот расскажи, Хамзат, вообще, как у вас формировался тренерский состав? Вообще, как отбирались тренеры для вашего комплекса? Изначально набор тренеров по их заслугам, по отзывам тех людей, которые уже давно работают в спорте. Таким путем сформировался довольно-таки хороший коллектив у нас. Вот насколько часто вы проводите такие совещания? Совещания проводятся периодически. Если возникает необходимость обсудить какой-то вопрос или какой-то процесс, рабочий момент, то мы назначаем время и проводим неплановое совещание. А так, с периодичностью заместитель по спортивной части проводит с тренерским составом беседы еженедельно, проверяет их график работы, как они работают, ведение журналов, наличие детей в группах. Это большой процесс работы осуществляется. Также в момент тренировок, когда дети находятся на занятиях, родители, которые приходят за своими детьми, чтобы забрать их с тренировочных процессов, ожидают в коридоре, там тоже условия, диванчики, телевизор висит. И также есть комната для молельни, во время намаза могут зайти и также помолиться, созданы эти условия. Вот если говорить про родителей, насколько активно родители проходят и наблюдают за своими детьми, как они тренируются? Есть активные родители, есть те, кто редко появляется. Опять-таки же хотел бы призвать именно людей, родителей, которые
редко появляется в спортивном учреждении, принимайте более активное участие в спортивной жизни своих детей. Это очень важно. Это очень важно для развития ребенка, потому что когда он чувствует родительский надзор, вот, чувствует контроль, он более ответственно относится к тренировочным процессам, выкладывается, когда он чувствует заинтересованность либо отца, либо матери. Поэтому, еще раз повторяюсь, принимайте более активное участие в спортивной жизни своих детей. Вот тут в коридоре у нас такая своего рода аллея славы. Тимурзиев, Ахаевлоев, Магомед Парчиев и другие выдающиеся личности в спорте, которые являются нашими земляками, предмет нашей гордости. Вот насколько это важно, Амзат, на твой взгляд, что у нас есть такие яркие примеры для подрастающего поколения? Вот можно сказать, что ваши воспитанники стараются как-то сделать, акцентировать на них внимание? Конечно. Конечно, это служит большой мотивацией для подрастающего поколения. Они видят заслуги наших ребят, чего они добились, как это вообще, когда тебя узнают везде и с хорошей стороны. Вот то, что ты являешься спортсменом, то, что ты стал чемпионом, олимпийским чемпионом, это служит хорошей мотивацией для подрастающего поколения. Они равняются на этих ребят, которые уже достигли хороших высот в спорте. Но у вас тоже очень много таких хороших результатов, да, Амзат? Опять же, вот доказательство того, что у вас есть очень много хороших перспективных детей, которые очень успешно выступают, да? Расскажи про такие самые значимые соревнования, на которых участвовали ваши дети. Ну, это были первенства России, выезжали по боксу неоднократно. Также чемпионат России, было 2 выезда по самбо. В основном, как я уже сказал ранее, мы работаем на протяжении 3 лет. Срок небольшой, если оценивать со стороны спорта. И за этот период времени ребята много выезжали на соревнования Северо-Кавказского федерального округа, в соседние республики. Ну и так поэтапно мы движемся в центр, туда, на Россию. Выезды уже были осуществлены, были и удачные в тройку призеров, были и неудачные, и победы, и поражения, как говорится. Но ребята не отчаиваются, это послужило еще большим мотиватором, чтобы выкладываться, тренироваться и стремиться к своей цели. Пойдемте в основной зал. Если говорить про вот этот зал основной, да, вот сколько детей каждый день тренируются в этом зале? Ну, дети тренируются в основном в 2 смены. Утренняя есть смена, там пару групп. И основной акцент идет вообще на вечер. Так как школы односменки, и дети, у них свободное время вот начинается вот с 4 часов. И вот мы пошли, работаем до 10, до полдесятого, вот так. Порядка стабильность в зале, порядка 700 детей. Это то, что у нас вот стабильность, да, вот то, что во всех секциях есть собрать, то, что и в теннисе, и в аэробике. Хотелось бы большего, хотелось бы, чтобы все дети были именно вовлечены в спорт, так как это лично для меня это гарантия здорового будущего нашей нации. Вот, помимо игровых видов спорта, вот, если говорить про боевые такие, да, виды спорта, сколько у вас вообще видов спорта вы развиваете? У нас акценты идут на олимпийские виды спорта. В принципе, у нас бойцовского клуба у нас нет, мы развиваем чисто олимпийские виды спорта. Это вот дзюдо, бокс, борьба вольная, греко-римская. Также карате и самбо вот тоже, как вы знаете, номиновали, да, вот временно на олимпийский вид спорта. Вот если говорить опять же про условия в этом зале, Амзат, соответствуют все условия нужным кондициям? Ну, условия созданы. Татами есть хороший, да, ковер есть. Татами есть, система охлаждения, да, вот летнее время кондиционеры исправно работают, то есть весь этот большой зал, да, вот здесь 1200 квадратных метров. Даже вот в жаркое время года
если вот прикрыть двери, запустить все 6 кондиционеров, спустя час-полтора времени здесь тренера уже просят их выключить. Так что, то есть создается благоприятная атмосфера для проведения тренировок. Самбо – именно этот вид спорта наряду с ММА начал свое развитие в нашей республике совсем недавно, но за короткий период времени стал одним из самых популярных среди молодежи нашей республики. А первые тренировки по самбо здесь начались 3 года назад. Одновременно с самбистами здесь свою вечернюю тренировку проводят и юные борцы вольного стиля. Именно этот вид спорта во все времена в Ингушетии пользовался большим интересом у ребят. Вместе с борцами и самбистами свою тренировку проводят и боксеры. Здесь также тренировочный процесс проходит в несколько смен. Вечером здесь можно увидеть свыше 60 спортсменов, которые настойчиво постигают сложные азы бокса. Одновременно здесь тренировки проводят спортсмены в 5-6 секциях, что, безусловно, дает возможность заниматься любимым делом не только местной молодежи, но и ребятам из соседних районов. В ближайшее время, так как известно со сложившейся ситуацией, как в мире с новым коронавирусом, у нас объявлен карантин для предотвращения развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации в республике. Как только этот период пройдем, мы перейдем через этот барьер, Далаяндали, работа возобновится. Цель у нас остается вся та же – добиваться наилучших результатов. Мы задали себе этот курс и потихоньку продвигаемся к своей цели.
В Ингушетии периодически открываются современные спортивные объекты, которые с каждым днем все больше заполняются молодыми ребятами. Нашу республику во все времена прославляли очень сильные спортсмены. Наблюдая за своими именитыми земляками, эстафету побед готова подхватить наша молодежь.